Ну, я бы хотела рассказать сегодня про социальные исследования, про исследования бедности в Якутии. Начнем с того, что бедность – это вообще сложное, многокомпонентное явление, которое не было преодолено никогда во время существования человеческой цивилизации, ни в любой какой-либо социально-экономической модели. И при капитализме, и при социализме бедность была всегда. Я вообще очень многим своим студентам напоминаю про то, что вы не думаете, что Советский Союз, я вот родилась и выросла в Советском Союзе, и даже получила высшее образование, но, правда, он уже в это время начал распадаться. Так вот, Советский Союз был бедной страной. И, безусловно, все последние 20 лет, даже больше, собственно говоря, с момента окончания советской модели экономики, мы говорим о том, что уровень и качество жизни в России, собственно, как и в других странах бывшего Советского Союза, выросли. Ну, например, по нашим исследованиям за 25 лет, скажем, общая площадь жилищ в Якутии увеличилась где-то примерно процентов на 30. На 37% увеличилось потребление электроэнергии. Это тоже такой важный социальный индикатор. В 2 раза увеличилось число автомобилей, собственно говоря, там на 1000 человек населения. И все это говорит о том, что люди начали жить лучше, качественнее, и, собственно говоря, социальная модель, она, в общем, во многом влияет на бедность. Но вот что такое бедность? Бедность в России измеряется, в отличие от зарубежных стран, на основе прожиточного минимума. И, собственно говоря, большую часть в прожиточный минимум вносит так называемая потребительская корзина, то есть минимально необходимые для поддержания в должном состоянии физических потребностей человека. И все это считается на основе комплекса товаров и услуг. Туда же включается, кстати говоря, в прожиточный минимум все необходимые налоги и платежи. То есть, соответственно, когда люди говорят, что вот у меня там всего на 200 рублей доходы выше прожиточного минимума, и я не являюсь бедным, то это правда, потому что подоходный налог и все остальные платежи, они в прожиточном минимуме учтены. Если сравнивать текущий прожиточный минимум в Якутии, это где-то 16 400 с чем-то рублей на человека, то это примерно в 4,5 раза больше, чем минимальный стандарт бедности, который утвержден международными организациями для мира, то есть для оценки, для межстрановых значений. То есть у нас сейчас стандарт бедности – это $1,9 в день на одного человека. То есть это тот минимум, после которого начинается уже глубокая нищета. То есть у нас этот стандарт, он несколько выше, хотя мы можем, конечно, говорить о том, что у нас, безусловно, конечно, другой уровень цен, другой уровень потребления. Мы, собственно говоря, россияне, живем все-таки не в стране третьего мира, ну и так далее. В глобальном плане за последние 15-10 лет из нищеты в мире вышел примерно 1 миллиард человек. Это очень много. Это значит, что у нас социальное неравенство между разными странами, оно постепенно нивелируется. Есть, конечно, этот пресловутый золотой миллиард, но уже нищих миллиардов вот, из стран третьего мира их становится все меньше и меньше. Что с бедностью у нас в России происходит? Вообще, если сравнивать, имеющиеся оценки есть где-то с начала 2000-х годов, и, конечно, безусловно, вот первые десятилетка 21 века – это был золотой период, когда в России была видна очень активная динамика по выходу населения из бедности. Если на начало 2000 года примерно насколько я помню, в России бедных было примерно треть, 29%, в Якутии это примерно 27-26%, то к 2003-2004 году мы видим резкое снижение уровня бедности, где-то примерно в России до уровня 16%, и в дальнейшем вот этот показатель он пробил, начал снижаться, и где-то примерно к 2014 году уровень бедности в России достиг где-то примерно 13-12%. Что в Якутии? А вот в Якутии интересно, у нас сначала вот на 2000 год, то есть мы 90-е прошли более-менее благополучно, благополучнее, чем другие регионы Российской Федерации, но примерно до 2003 уровня у нас уровень бедности снижался он где-то до 18%, и с тех пор, вот с 2003 года, то есть на протяжении уже порядка 15 лет, вот естественный уровень бедности, характерный для нашей Якутии, это примерно 18-19. В настоящее время, в 2018 году, он достиг 20,3%.
У нас уровень бедности снижался до уровня где-то 16% только в 2012-2013 годах. И потом опять вырос до где-то 18%. Это много. Это в 1,5 раза больше, чем в России сейчас. В текущий момент мы проводили в рамках нашего гранта по исследованию источников доходов и проблемы бедности в России, США и Канаде на примере северных регионов. Мы проводили социологический опрос населения. Всю программу завершили, мы ее начали в 2017 году, завершили в 2018 году. Мы исследовали в основном сельские семьи. Очень многие респонденты говорят о том, что уровень доходов начал падать с 2014 года. Это правда. Уровень доходов падает уже 4 года подряд. Это реальных денежных доходов населения. И мы видим, как этот пессимизм отражается на динамике социальных показателей. Что у нас говорит о кризисе сейчас? Это снижение рождаемости, это повышение обращаемости и получения жилищных субсидий и ряд каких-то определенных, конечно, дополнительных социально-экономических факторов. При этом смертность, она у нас в Якутии с 2014 года не увеличивается. То есть это не так, как было в 90-е годы, когда там из-за социального пессимизма смертность росла очень быстро. О чем, когда мы проводили анализ факторов бедности на довольно длинных стат-рядах, то есть мы брали статистику, начиная примерно с 1990 года и с 1995 года. Вот с 1995 по 2017 год мы имеем 22 показателя, мы можем уже построить какую-то определенную регрессионную модель на базе, ну, скажем, выбора значимых факторов. Так вот, мы выяснили с коллективом нашим, нас всего, вот кто-то, по-моему, спрашивал, да, там в предыдущих публикациях было, там, что за грант. Я хочу сказать, что грант – это 450 тысяч рублей в год, минус накладные университета, у нас получается 405 тысяч рублей, и нас 10 человек. То есть вот в прошлом году был 1 аспирант, включая, вот в 2019 будет 2. То есть мы, собственно говоря, выполняем это практически на своем голом энтузиазме. Вот эти ряды, да, мы получили регрессионную модель. Что у нас получается? У нас уровень бедности в Якутии имеет несколько таких эндогенных причин. Первая причина – это высокая рождаемость. И до 2007 года, когда стартовала программа материнского капитала, и сейчас, и на протяжении всего, может быть, и советского периода, рождаемость в Якутии была на 20-30% выше, чем в России в среднем. В то же время, да, все международные исследования всегда отмечают, что у нас рождаемость всегда тесно связана с проблемой бедности. Чем больше детей, чем больше вот этого давления на трудоспособное население, тем беднее в целом население. Получается так, чем больше иждивенцев, тем беднее население. И вот, начиная примерно с 2007 года по 2014 год и в России, и в Республике Саха-Якутия везде устойчиво повышалась рождаемость. Рождаемость при этом в Якутии на 20-30% больше, чем в России в среднем. Мы не можем говорить о демографическом спаде, о снижении темпов естественного прироста вообще вот за последние 10 лет в Якутии. У нас в этом плане все достаточно благополучно. Но стимулирование рождаемости посредством программы федеральный материнский капитал, республиканский материнский капитал и другими способами. Что он дает? Он, как демографы говорят, дает то, что государство покупает у людей детей. Оно говорит, вот родишь ребенка, я тебе дам денежку. А вот когда ребенку исполняется 1,5 года и кончаются пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, то начинают суровые будни. И очень часто в тяжелые ситуации попадают молодые семьи, вообще многодетные семьи с детьми от 1,5 до 3-4 лет, пока ребенок не получил место в государственном детском дошкольном учреждении. А пособия, ежемесячные пособия, которые вообще есть в республике, вот по оценкам некоторых экономистов, вот в частности Чьямова об этом писала, у нас пособия выдаются детям до 16 лет, только в том случае, если это малообеспеченная семья, и размер пособия это примерно 800 рублей в месяц, то есть в 20 раз меньше, чем прожиточный минимум. Когда мы говорим о том, как бороться с бедностью, очень часто многие люди говорят о том, что нам необходимо создавать больше рабочих мест. Нам необходимо больше давать денег безработным, чтобы они регистрировались в виде индивидуальных предпринимателей. Давайте раздадим опять несколько миллионов или 100 миллионов рублей на то, чтобы люди, вот, получив по 100 тысяч, пошли бы регистрироваться в виде ИП.
Это неправильно, потому что следующим фактором бедности в республике является то, что у нас бедность не связана с занятостью. Почему? Потому что у нас среди бедных 46% бедных – это дети, а остальные, соответственно, 54% – это их родители. И, естественно, чем больше у нас детей, тем, соответственно, менее эффективны программы по занятости как способ решения проблемы с бедностью. Третьим фактором бедности, на мой взгляд, является все-таки достаточно высокий удельный вес сельского населения в республике. Это примерно 33-35%, в то время как в России в среднем 25%. И еще одним фактором бедности является, безусловно, соотношение между доходами, денежными доходами населения и прожиточным минимумом. Где-то в период с 12 по 18 годы вот это соотношение между прожиточным минимумом и доходами в Якутии было ниже, чем по России в среднем. И это, безусловно, стимулировало миграцию в другие регионы, в более благополучные города, прежде всего в Москву, Санкт-Петербург и так далее, где расходы меньше, доходы выше. Таким образом, я вот хочу сказать, что у нас на самом деле бедность – это сложное многокомпонентное явление. Бороться с бедностью необходимо очень таргетированно. Социальная политика должна быть эффективной. Отказ от неэффективных социальных льгот в пользу адресности на основе нуждаемости – это очень правильный подход. В самом деле, все те социальные трансферты, которые у нас заложены в консолидированном бюджете Республики Саха-Якутия, их полное эффективное распределение полностью закроет дефицит денежного дохода для населения республики. Это безусловно. Проблема в чем? Проблема в том, что у нас на федеральном уровне сейчас порядка 800 различных социальных льгот и выплат, а на уровне субъектов федерации их еще порядка 100. И вот эти вот несколько сот регламентов по борьбе с бедностью, по распределению денег разным социальным категориям, они приводят к тому, что бедные не всегда имеют доступ к социальной помощи, в которой они реально нуждаются. И порядка 80% социальных льгот и выплат приходится на совершенно не бедные слои населения. Наш подход в этом плане, я считаю, что необходимо, безусловно, конечно, внедрять цифровизацию в решении проблемы бедности. Это неправильно, когда у нас льготами на детский сад занимается Министерство образования и науки. Всеми этими вопросами должно заниматься Министерство труда и социального развития. Необходимо переписать всех бедных. Их должно быть сейчас порядка 200 тысяч человек, но никто не знает точно. И точно определить различные определенные эффективные инструменты по поддержке, по распределению социальной помощи. Вот я считаю, что если, например, у нас самые бедные – это многодетные матери, живущие часто в сельской местности, а также люди предпенсионного возраста, которые занимаются традиционным хозяйством, вот это вот самые бедные люди. Вот можно было бы, например, на основе реализации каких-то определенных цифровых проектов, безусловно, выдавать этим людям какие-то определенные социальные, продуктовые карточки и так далее, которые бы очень помогли именно этим семьям.